Долгожданный объект, здание современного инфекционного отделения детской республиканской клинической больницы открывает глава республики Махмуд Али Калиматов. Ваши аплодисменты, друзья. Вот мы официально открыли инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы. Новый объект возведен в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Это первое специализированное детское инфекционное отделение в республике. Строительство лечебного учреждения стало возможным благодаря личному участию главы республики Махмуда Али Калиматова. Понимание главой всей важности и необходимости возведения таких объектов для наших пациентов Махмуд Али Калиматов оценил созданные условия. А у вас есть скорая перевозить детей? Махмуд Али Калиматов отметил, как важно в учреждении выстроить правильную работу, оказывать медицинскую помощь качественно. Именно такие объекты позволяют нашим пациентам не выезжать за пределы региона и лечиться у себя дома. В целом я хочу искренне поздравить. Действительно, что инфекционная детская больница у нас – это достижение. Для нас это, конечно, очень серьезно. Отделение хорошее. На сегодняшний день 60 коек. Я сейчас посмотрел. Вижу уверенность заведующего, главврача. Все оборудование соответствует стандартам. У вас очень благородная профессия. Сюда веселиться никто не приходит. Сюда радоваться никто не приходит. Сюда идут с болью физической, с заболеваемостью. Врач должен прийти своей специальностью, опытом, сделать хорошее дело и вылечить пациента. Мяш Халча, Баркал Халчан. Новый корпус детского инфекционного отделения рассчитан на 60 коек. Здесь проходит лечение дети с вирусными инфекционными заболеваниями. Здание полностью подготовлено к обслуживанию таких пациентов. Условия позволяют лечить и самые тяжелые заболевания. В штате медики с большим опытом работы. На первом этаже размещаются пациенты с высоко заразными инфекциями. Здесь предусмотрены боксы с отдельным входом и выходом. Это для того, чтобы предотвратить перекрестное инфицирование пациентов. На сегодняшний день укомплектовано средним и младшим персоналом у нас практически 100%, но, к сожалению, врачей у нас на сегодняшний день очень острая нехватка, поэтому если есть желающие поддержать нашу молодую начинающую команду в этом нелегком, но очень важном деле, призываю обращаться. У нас есть вакантные места для этого. Усайду Хамхоеву год и 2 месяца. Малыш с мамой готовится к выписке. В инфекционное отделение попал в тяжелом состоянии. Сейчас ребенок полностью здоров. Благодаря возможностям удалось вовремя выявить осложнения и избавить от недуга. Я очень рада, что есть отдельный бокс, где с мальчиком отдельно очень удобно. Прям очень сильно мы рады, честно сказать, что здесь можем спокойной душой приехать, вылечиться. В инфекционном отделении разместили одноместные изолированные боксы, каждый из которых оснащен отдельным санузлом, душевой, системой подачи кислорода, кнопкой вызова медперсонала. На первом этаже предусмотрены боксы с отдельными входами для пациентов с высокозаразными инфекциями. Это сделано для того, чтобы снизить риск перекрестного заражения. Особая гордость учреждения – реанимация нового поколения. Для врачей есть все условия, чтобы оказать помощь ребенку в самых критических ситуациях. Все оборудование доступно и подключено. Отделение рассчитано на 6 коек, где каждая койка оборудована своим отдельным автономной подачей кислорода, отдельным искусственным аппаратом вентиляции легких и дополнительным оборудованием. Там электроотсосы, перфузоры, мониторы для считывания витальных функций. В общем, и многопрофильных кроватей, которые функциональны именно по надобности к ребенку. Современные УЗИ-аппараты, все необходимые медикаменты в наличии. Также в здании оборудован хирургический блок. Медики уже успели провести первые операции. Успешно оснастили здание 3 лифтами с грузоподъемностью до 250 килограммов. С открытием этого объекта педиатрическая помощь в регионе стала еще эффективнее. Рина Цычоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.